скоро будет 1,5 года, как я принимаю участие в тех событиях, которые происходят здесь, на территории Донбасса, на территории новых регионов нашей большой страны. Хочу сказать, что за эти 1,5 года произошли радикальные, на мой взгляд, изменения. Во-первых, в настроениях людей. Я вижу, как они меняются у жителей, например, нашего подшефного города Кировска. Ой, просто сложно. Не так довольны, так рады за то, что делают ремонт домов, дороги сделали. Живу я здесь с 69-го года, мне 75 лет скоро. Вот. Поэтому такой работы бурной просто не замечали. Спасибо вам огромное за то, что вы наш город сделали еще красивее, молодежнее. Так что приезжайте жить здесь к нам. От огромного желания опереться на плечо большой России и получить от нее защиту своего будущего, обеспечить свое будущее. Как это все будет происходить? Когда? Ведь люди 8 лет ждали воссоединения с Россией. И 8 лет воевали. И когда произошло это на референдуме в сентябре прошлого года, я видел, какие неимоверные эмоции захлестывали всех граждан ДНР. Но после того, как эмоции улеглись, началась обычная жизнь. Она продолжалась специальная военная операция, начались большие работы по восстановлению новых регионов после разрушений прошедшей войны на освобожденных территориях, восстановление хозяйства после безвременья 30 лет независимости Украины. Дело в том, что мы, когда начинали работы в прошлом году, мы увидели, что это не последствия только 8 лет противостояния между Донбассом и Украиной, а это последствия вообще отсутствия капитальных вложений в хозяйство этих регионов в течение всех 30 лет независимости Украины. Когда мы начинали изучать коммунальные сети, жилищный фонд, дороги, куда ни копнешь, везде все на честном слове, все, как говорится, на тонкой нитке. В трансформаторных будках всего города было только по одному трансформатору, хотя требуется по 2 для безопасности. Вот так они жили. Зима не проходила у них без аварий и много других проблем. Впервые зимовку в Кировском провели без больших аварий, с нормальным тепловым режимом в жилых помещениях. В прошлом году только начинались большие работы, а в этом году уже видно результат. Это совсем другие дороги, это новые обновленные дома, обновленные абсолютно учреждения образования, здравоохранения. И вот мы заезжали через Луганскую Народную Республику, и от самой границы и до Кировского просто замечательные дороги. Свежий асфальт, отсутствие выбоин. Хотя, конечно, военная техника двигается, но не на гусеничном ходу, а на тралах в основном. И настроение у людей, особенно когда мы открыли многофункциональный центр обеспечения государственных услуг, чувствовалась какая радость еще одному новому большому событию для этого небольшого шахтерского городка. Они и не знали, что такая система может быть. Для жителей Кировского, например, электронная очередь – это, знаете, такое открытие маленькое для них. А в России мы все к этому привыкли. Тем более на этой электронной очереди прекрасные виды нашей родной Якутии. Да, и наши ребята, там есть телевизионный такой проектор, там и электронная очередь, и там же идет постоянный репортаж о нашей республике, о ее красотах, и это правильно. Стандарты абсолютно другие, вплоть от внешнего вида до стандартов предоставления государственных услуг. Здесь такого понятия не было никогда. И, конечно, они очень удивились этому, и вот этот многофункциональный центр уже работает. Он один из первых в Донецкой Народной Республике, и именно поэтому
на открытие МФЦ приехал и глава республики Денис Владимирович Пушилин. И был очень благодарен, передавал дружескую благодарность своему коллеге, нашему главе республики Арсению Сергеевичу Николаеву. Они знакомы уже давно, с прошлого года, и у них развиваются личные отношения, конечно. И он даже сказал, что вот мы чуть больше месяца назад с Арсением Сергеевичем встречались и заходили сюда, на этот объект. Он еще только ремонтировался, готовился. И уже с опережением графика он в таком замечательном виде. То же самое происходит с общественными пространствами. Идет реконструкция Парка Победы, главное городское пространство, где собираются горожане. Обсудили другие вопросы. И, конечно, есть еще одна замечательная фраза, которую сказал Денис Владимирович Пушилин, что придет время, оно придет очень скоро, и Донбасс обязательно тоже оплатит свои долги за ту поддержку, которую вы оказали в самое тяжелое время. Действительно, Донбасс всегда был самодостаточным, очень интересным регионом развития. И я думаю, что так на самом деле и будет, и Донбассы тоже будут принимать участие в развитии нашей республики. Я хочу также сказать о том, что кроме ремонтно-восстановительных работ, в которых трудятся наши земляки и делают это все качественно и вовремя, большую работу проводят и наши опорные пункты. Одной из задач моих очередной командировки было посмотреть, как на сегодняшний день все это организовано. Мы видим и по средствам массовой информации, в том числе из ваших репортажей, военных корреспондентов, много знаем, каких результатов ребята добиваются. Спасибо вам. Хочу сказать, что наши сотрудники, они все добровольцы на опорных пунктах. И работают они действительно в особых условиях. Они каждый день выезжают в прифронтовую зону, там, где есть возможность встречаться с нашими бойцами. И я почувствовал в очередной раз, что на самом деле та работа, многомесячная работа с осени прошлого года, она дает свои результаты. Потому что и бойцы, с кем бы я ни встречался в этот раз, и командиры всех уровней, до генералитета, знают о работе наших опорных пунктов. Мы так работаем по заявкам, по направлениям, по личным посылкам. То, что передается с нашей республики, мы доставляем солдатам. То, что передают, принимаем товарно-материальные ценности, которые отправляют, отгружаем и отрабатываем по направлениям почти каждый день. Наш Илдархан Арсений Сергеевич, наше правительство, очень много внимания уделяет нашим бойцам. Даже вот другие субъекты сами удивляются в том, что очень много помощи идет от республики, именно от республики Саха-Якутия. Конечно, есть определенные опасности, но мы стараемся в дневное время съездить по-быстрому по какому-то иному маршруту, проводим инструктаж, как надо съездить, обучаем по маршрутам каждый день. Выезжают именно вот с опытными, пока они обучаются, вот, которые новые приезжают. Так-то парни все нормально работают. По фронту все меняется дороги. С утра встаем, обсуждаем, как можно проехать до иной точки. Да, желательно, чтобы светлое время суток, с утра выехали и вечером до 6 обратно, чтобы приехали. Есть ли какое-то взаимодействие с командованием армии? Почему? Потому что действительно обстановка меняется. Запорожье сейчас наиболее такое горячая точка. С командованием у нас идет очень большая работа. Наш координатор, руководитель опорных пунктов очень много времени провел именно вот с командованием армии для дальнейшей работы наших опорных пунктов. Очень многие приезжают сюда, встречаются. И непосредственно руководитель единого координационного центра Андрей Сергеевич Федотов именно вот приезжает сюда, встречается с командованием. Благодаря этой работе, благодаря этой логистике, нам более-менее доступно стало доехать до иной точки. Потому что уже знают, кто такие Саха, нам помогают, что мы проезжаем, доезжаем до солдат и оставляемся там по заявкам, отрабатываем. Ну, конечно, парни устают. Да, на связи. Конечно, работа очень тяжелая. Мы с утра до вечера всегда на ногах, на работе, на машине.
Суточный пробег у нас в среднем где-то получается 400 километров. Это самое минимальное. А так, в основном в среднем 600-700 километров мотаем по этим по областям. И вот именно проходит специальная военная операция. Помимо зоны проведения специальной военной операции, под руководством Единого координационного центра работают волонтеры и врачи из Якутии, которые помогают бойцам в тылу. Мы побывали в гостях у опорников в Ростове-на-Дону. Прибыли в город Ростов для того, чтобы оказать помощь военному госпиталю окружному. В нашей бригаде 6 человек, хирурги, анестезиологи, операционная сестра. По приезду нас принял начальник госпиталя, и он отметил то, что Якутия единственный регион, который вот так вот целенаправленно отправляет медицинские бригады для оказания помощи. Но это в рамках соглашения, взаимопомощи, ну и поддержки СВО. Также во время работы в госпитале мы, конечно, приоритетное внимание делаем своим землякам, бойцам из Якутии. Во время, значит, их поступления в госпиталь мы их находим, разговариваем, оказываем медицинскую помощь. Ну и, конечно же, пытаемся, значит, их побыстрее отправить дальше вглубь страны, в другие госпиталя, где им окажут более квалифицированную медицинскую помощь. Как раз к нашему приезду начали разворачивать отделение легкораненых из терапевтических отделений. Ну и мне, как главному врачу, он попросил вот как бы помочь в организации. Мы в указанные сроки в течение суток развернули отделение на 70 коек, ну и сразу же начали принимать больных и оказывать медицинскую помощь. Так что работа кипит. Ранения в основном осколочные. Ну и ребята проявляют характер, терпят. Мы их перевязываем, обрабатываем раны. Конечно, это болезненно, но они терпят. И в целом, конечно, находятся в хорошем таком боевом настроении. Чувствуется поддержка России Да, и чувствуется Якутии. поддержка. Ну и, конечно, земляки очень сразу радуются, как увидят якутов. Вот, они не ожидают нас увидят. И, конечно, у них настроение сразу поднимается. Мы находимся в Ростове-на-Дону, где давно уже фактически, да, уже больше года работают волонтеры из Якутии. Вера, расскажите, пожалуйста, как устроена работа, какие направления охвачены, как вообще наши бойцы, раненые, как они реагируют на вашу работу? Ну, волонтерская деятельность, вообще вот деятельность Единого координационного центра Республики Саха-Якутия с госпиталем Ростова-на-Дону 1602, да, началась с 11 ноября. 11 ноября я приехала здесь, сюда начала работать, и потом уже после этого было подписано соглашение с самим госпиталем. И, конечно же, вот мы официально начали свою деятельность внутри госпиталя. Большое спасибо Министерству здравоохранения, потому что они начали нам отправлять профессионалов, врачей, именно волонтеров в госпитале работать, да. Потом подключился у нас Министерство молодежи. И из Министерства молодежи у нас сейчас с Республиканского центра психологического сопровождения семей работают психологи. На сегодняшний день уже 2-я группа, 3-я группа уже приехала на замену, и по 2 человека они отправляют специалистов. Волонтеры-психологи работают в основном в приемном отделении и встречают всех бойцов, которые приезжают к нам в госпиталь. Вот из 2-й группы Туяра вот немножко тоже скажет. Туяра, расскажи, пожалуйста, вообще вот когда бойцы приходят обычно с передовой, с ранениями, это довольно-таки тяжелая психологическая нагрузка. На что они жалуются, вот как они встречают свои родные, скажем, лица, да, как реагируют на волонтеров из Якутии? Мы встречаем борты заполнены солдатами, и мы их всех встречаем и выявляем наших земляков. Наши земляки отличаются от всех своей замкнутостью, какой-то вот якутским менталитетом. Излишней скромностью. Излишней скромностью, да, так можно сказать. Поэтому мы их находим практически сразу, если они есть. По поводу вот конкретных ранений, травм с контузиями бывает сложно, потому что они теряют слух, у них внимание рассеяно, с ними разговор налаживать бывает несколько трудно. А некоторые, они охотно так вступают в контакт, радуются, когда слышат свой родной язык. Таковых
моментов тяжелых мы еще не встречали. Они сразу идут на контакт, радуются, что их встречают именно якутяны, якутяночки, вот так. Вот и все. Скажите, пожалуйста, вообще о дальнейшей реабилитации. Я знаю, что у нас в республике уже организована эта вся работа. Когда они приезжают в Якутск, вот дальнейший путь какой? И что можно посоветовать, особенно родственникам, матерям, которые переживают о своих бойцах? Про совет родственникам, женам и матерям я могу сказать, чтобы они верили в своих вот, мужей, сыновей, братьев. Вера очень спасает, даже можно сказать, от любых преград, сложностей. Можно Ну, излишняя паника, наоборот, дестабилизирует вот состояние своих ребят, поэтому лучше вот быть более спокойно, уверенными. Вот ребята чувствуют их самочувствие своих родителей, поэтому чем родители спокойнее и без паники, и тем ребята тоже очень быстро как приходят в себя, потому что для них тоже это шок, да, и для всех наш это шок. Мы впервые сталкиваемся с такими моментами. И вот получается, здесь еще же, кроме этого, мы выполняем такую очень большую, огромную направление, как это оплата единовременных выплат. Это через Министерство труда и социального развития. Хотелось бы, пользуясь случаем, тоже сказать спасибо, что наше правительство упростило прием заявлений, прием вот документов у ребят, да, и ребята уже практически, находясь еще на лечении, они могут получить свои выплаты по республиканской выплате, да. И, конечно, все это для оформления, вот это все девчонки помогают. Поэтому То есть и документальная работа здесь фактически мы идет. стараемся именно вот комплексно со всех структур, так как мы все-таки Республику Саха-Якутия представляем, и уже в госпитале такая вот, не только в госпитале, и среди военнослужащих, да, вот как у вас получается так системно работать? Но благодаря нашей вот, Поддержки республики. Поддержки республики.